Всем большой привет из Коми. Ребят, я вот такой. Весь в снегу. Сейчас у нас пухляк такой выпал. Вот после прошлого похода, как я съездил до второй избушки, пухляк на сантиметров 20 еще добавочно выпал. И не знаю. Ну, смотрите. Поэтому крутит, вертит, когда едешь. Вот так снежная пыль отсюда из-под гусениц поднимается и снизу вот тут идет. И между лобовым стеклом и лицом вот так все крутится. Ну что, очередной поход на первую избушку. Решился быстрый поход такой. Быстрый — это не с ночевкой, и в планах закрыть капканы. Все капканы, что у меня от первой избы, там основная тропа, потом еще заречье и в другую сторону. Вот, это все я закрою. Взял только с собой лыжи, еду на день. Багажник пустой, там только запчасти, я имею в виду топливо. Хотя бак хватит туда и обратно. Вот. Расход топлива сейчас пока не могу сказать, сколько будет. Сегодня первый раз измерил скорость на этом Альбатросе XLV9. У восьмерки L8, который я на мотособаке ездил, там максимальная скорость 22 км в час. На этом у меня средняя скорость получилась. Ну, я вроде нажал до последнего, там полный газ дал. 27 км в час показывал, но максималка поднималась до 30. Все равно на 5 км в час быстрее идет, чем Альбатрос L8. Вот, да и чувствуется, когда едешь, там чувствуется. На Буране по хорошей идеальной дороге, вот скажем, по машинной дороге или по ровной буранице, по льду, я стараюсь выше 40 не поднимать. 40 это средняя скорость, хорошая для бурана. Топливо меньше жрет и выше не надо ездить. Я так думаю. Можно и сотню нажать, но нет, 40 это ништяк. И если до 40 он ехал, вообще было бы идеально, конечно. С вариатором она чуть быстрее идет. А на редукторе он как сказать, медленнее едет. Ну и зависит от звездочки, там наверное, тяговая звездочка. Если там поставить какую-нибудь другую звездочку, что-то откуда и сколько зубьев, я не могу сказать. Это характеристика, надо смотреть это. Я особо не заморачиваюсь. Производители поставили, едет. Мне более, наверное, нужно, чтобы тяговитость была, чтобы скорость не надо. Все равно скорость 4 километра по дороге еду, потом уже все, потом бураница. Бураница у нас вот такие. Сейчас немножко вот здесь я показывал вам в фильмах, где на мотособаке вот так ехал. И сейчас уже кто-то на хорошем сильном снегоходе рядом проехал. И здесь уже по глубокому снегу ровная бураница. И тут утюг еще тащили. Вот, видите, здесь еще утюг тащили. Не ленятся, которые ездят много и далеко. Есть такие вот из досок сделаны, типа коробка. И на буране бывает тащут. Бывает на 2 буранах. Вот. Один буран туда ставят, на этот утюг. Потом тащат уже утюг с бураном, чтобы уже ровно все. Ну и, понятное дело, ровнее стало, все изменилось. Да, снег сейчас много, а когда ездили по неглубокому снегу, то и вот такие вот кочки получаются. Прыгаешь как по волнам. Мне сейчас ровно, сейчас хорошо ехать. Ну вот, сейчас остановился, немножко пусть подостынет. Как-никак до 100 километров я немножко обкатываю, с остановками езжу. Потом уже 100 километров проеду, поменяю масло, ТО проведу, и уже можно без остановки, скажем, до избушки 14 километров недалеко ехать. Вот так.
В общем, приятного вам просмотра, ребят. Смотрите, подписывайтесь, кто в гостях. Поддержите лайками. Комментарии не обязательно, все равно комментарии роль большую не играют. Телеграм-канал также веду. Тоже можете подписаться. В описании есть ссылка на... И телеграм-канал тоже у меня роста вообще нету. Я вот тоже думаю, может и покинуть этот телеграм. Что-то у меня там дело совсем не идет. Инстаграм начал тоже там раньше. Тоже ничего не вышло. И телеграммы то же самое. Видать, затормаживают скорость. И люди не могут видеоролики смотреть. Поэтому в телеграм вообще не подписываются. Ну... Пока так, такие новости. Посмотрим, сколько куниц поймаем. Где-то, наверное, почти месяц тоже уже там я не был. Я имею в виду, капканы не проверял. А сегодня уже закрываем. Сегодня, получается, 26 февраля. 26 февраля. Надо до конца февраля все закрыть. Все. И уже не думать об этом. Смотрите, кто-то разворачивался или я не знаю, но не заезжали в избушку. Ух ты, ничего себе. Постоянно на этом повороте я застреваю, бля. Капец. Этот держит, оказывается. Зарывается по уши. Тонет. Не буксует, а тонет. Так. Не знаю, вряд ли, наверное, получится. Там на поле еще хуже, наверное. Зацепления не будет. Пока едет. Там подъемы будут. Здесь застряну. Смотрите, какая борозда. Капец. Неужели этот вес так дает? Сильно эта коробка с грузом. Да, нелегко будет. Сейчас, ну-ка, сейчас может поедет. Нет, не поедет. Нет, не поедет. Не поедет. Не поедет. Смотрите, как дыбом стоят. Борозда. Вровень с двигателем. Или я тяжелый? Может. Вот, смотрите. Высота где-то
сантиметров. Рыхлый снег. Что на коротком буране, что этим одинаково не может. Не может, что поделаешь. Нереально делать что невозможно. Пустой едет, сяду и он проваливается сразу. О, как углубляется. Видите? Нет, ребят, не мучать не стану. Все, приехал. Дыбом стоят. Просто стоят дыбом. Снега мне, смотрите сколько. Вот так. Сейчас на лыжах схожу. Потом уже по лыжне пройдет. Быстрее получится. Ну, сами видите, что поделаешь. Снег такой вот. Вот снег. Вот видите, смотрите. Он рыхлый. И до земли он такой вот. А там уже крупа. Сяду, и он чувствуется, как проваливается. Сани, я имею в виду. Вон. Во-первых, надо толкать саням. Потом я еще сяду, потом сам толкач проваливается. И все это в кучу, ну просто потом уже он не может. Решил пешком сходить. Вот, пожалуйста. По колено, ребят. По колено. Всю зиму так. Что за фигня? Сегодня на лыжах такая же картина у меня. Сейчас пройдусь пешком. Вот здесь плотный какой-то вот. От ветра он здесь намело. И чуть-чуть такая прослойка. Плотно, но все равно это не то. Это не то, ребят. Пока ехал, у меня руки замерзли. И сейчас быстро согреюсь. Вот так вот. Какой-то транспорт спускается. Тоже тихий какой-то, четырехтактный. Сейчас не определишь, или мотособака, скажем, или буран. Все на четырехтактном гоняют. Вот так. Ну, немножко уже осталось. Дополза. Чё там за рокерка? Сегодня я не с ночевкой. Фу, смотрите сколько намело, блин. Ужас. Ай-яй-яй. Как будто здесь никого всю зиму не было, блин. Следа вообще не осталось у меня. Фу. Нафиг. Наконец-то избушка. Ну ладно. Чё вам здорово. Фух. Мышеловка сработала. Там не остановись, там нету. Туда не лезет бутылку. Этот сулом. Мышка сидит. Ну вот, минус один мышь. Отлично, сейчас я затоплю печку и схожу за толкачом. Хорошо, когда в избушке есть дрова сухие. Быстро разгорится. Это
сосновое дерево. Ну, сосна я имею в виду. Она смолистая. Ну, болонь синева, конечно. Хуже топится на сердцевина. Сейчас разгорится. Там где сучья. Там всегда смола есть. Отлично. Ну, пока я схожу, он нагреется, избушка. Вот. Сейчас еще тут снег немножко уберу оттуда. Пухляк тоже. Оттепели вообще пока не было, поэтому вся такая картина. Я говорю, как будто я здесь и не бывал. Вот. Здесь я чистил лопатой. Ничего не осталось. Надеюсь, я смогу заехать по своей дороге. Вот тут почистил. Вот. Запомните, сколько снега. Вот примерно ровень с окном. Потом весной будете смотреть мои фильмы. И будет у вас представление, сколько было снега. Вот. Ровень. Ладно, схожу я. Сушина стоит. Сейчас ветреные дни тоже были. И чего держится. Молодцом еще. Ждет своего часа. Печка топится хорошо. Дым с трубы вон так едят. Здесь с крыши я снег убрать не стану. Это 100% выдержит крыша. Здесь тоже первый оттепель уйдет. Здесь жестянка. Ну все, погнал я. Надеюсь, как-то заеду. Сейчас-то более-менее, наверное, будет все равно какое-то зацепление. Вот такая красота. Сток сена, представляете? Очень высокий был. А сейчас наполовину под снегом. И не скажешь, что там сток стоит. Сено так и не увез. У меня до весны хватит, до лета. У Тулана еще дома есть много. Запас прошлый. Этот, наверное, придется сжечь весной. А летом уже новые сено заготовим. И это обязательно увозу. А это негодное будет. Вряд ли пригодится он. Вот. Жечь на месте, там он сгорит и все. Проблем никаких. Ну вот так. Сейчас заедет. Не такой он уже беспомощный. Вот. Просто, зрители, вам надо понять. Я реальность показываю. Если, скажем, техника не едет, скажем, даже и буран, это значит так и есть. Не надо сравнивать с другими каналами, потому что они живут уже совсем в другом регионе, районе, и снег, скажу вам, разный. У нас оттепели совсем еще не было, поэтому вот такая каша, блин, по колено, вот представь, по колено. И как он будет меня вести там, если по колено снега? Вон. Чуть лево, чуть право, вообще провалишься. Конечно, я могу вам заснять фильм. Я могу фильм так записать, ребят, что каждая техника поедет. И буран проедет, и автотолкач, и даже мотособака Альбатрос. Потому что я за кадром могу так вот сходить, так сходить. Вам это не показать. Потом включиться, уже я заехал. Я сказал там, заехал легко. Самая лучшая техника в мире. Зачем мне вас обманывать? Не хочу. Не буду. Пускай лучше напишут, что у меня там никакая техника не едет. Но я реальность показываю. Потому что так и есть. Когда едет, показываю. Когда не едет, тоже показываю. Вот. Красивые фильмы одно, а реальность другое. Фух.
Но людям красивые фильмы нравятся. Как ни крути. Как ни крути, ребят. Когда все получается у людей без проблем, доезжают до избушки. Красивый выстрел. Хороший трофей. Вот это людям нравится. Вот такая борозда. Представляете? Как он поедет? Не знаю. Сейчас должен заехать. Если сейчас не заедет, оставлю, возьму рюкзак и пойду пешком. Хорошо. Пока сходил, выдохся уже. Вот это да. Ладно, давай, альбатросчик, матросчик. Довези. Ты сможешь. Я в тебя верю. О, видите? Ох. Самая лучшая техника в мире. Газку. Вот сейчас я уже почувствовал, он мне сел так сильно. Сейчас поедет. Видите? Зацепление есть и едет. А там, блядь, в сторону отъедешь, все, то нет. Такая борозда остается, капец, конечно. Вот, смотрите, кто не верит мне. Вот, сколько снега. Ай, все равно не сможешь доказать им никогда в жизни. И доказывать бесполезно. А я показываю реальность, как есть. Вот так вот. Зацепление есть, он едет. Без зацепления хоть на чем ты не поедешь. Вот здесь уже может и стать. Вот гору не поедет. Я уже понял. Вот, видите? Какая борозда. Даже пустой не может. Ой, как, вот, зарывается как. Сейчас поедет. Опачки. Сейчас должен поехать. И то в горку надо. Хрен. Вот, небольшая гора уже все не может. Капец. Это непонятно, что творится. По пояс, реально по пояс снизу. Тоже тут подъемчик. Вроде небольшой, но достаточно, чтобы забуксовать. Нафиг хватит. Олег, купи там, удлиняй. Купи длинный буран, удлиняй короткий. Нет, ребят, хватит. Не хочу больше рвать спину. И в такой снег лучше дома сидеть, чем вот этот длинный буран. Пускай он длинный буран у вас едет. По прямой едет, попрет. Но не верю, что он где-то не сядет. Не поверю, что он где-то не провалится в снег, не зароется. Не бывает таких походов. И вот когда длинный буран зароется,
Это не короткий буран, он еще намного тяжелее. И полжизни там оставите в этой яме. Один человек тоже покойный, он уже все умер. Рассказывал, как он таежную речку, маленькую речку, переезжал. Ну, больше ручья, вот, скажем, ширина 3-4 метра. Даже 3 метра, скажем, шириной вот этот ручей. Даже речка маленькая называется. И он хотел там проскочить, и у него не получилось. Он сел на этом длинном буране. И говорит, полдня я вытаскивал этот буран, ни лебедки, ничего у него вроде как не было. И он тоже умирал там. Просто нереально в такой снег ездить. Что поделаешь. Вот спрашивали, почему, тоже вопрос был. Вот сейчас я, прошлый поход был на Альбатросе, а позапрошлый на снегоходе буран был. И на буране я знал, что этот мототолкач там по целине он тоже не сможет. Как ни крути, он не сможет ехать. А на буране есть какой-то вот шанс еще вот зад-вперед там, или же налегке там, конечно, он помощнее, он поедет. Но склиз там тоже, склизы ставить там легче поедет. Не знаю. Что-то не верится мне. Почему-то не верится, потому что вот, ну, полметра, просто рыхлый снег, верхний пухляк, рыхлый снег. А ниже полметра, там уже вообще крупа. Зацепления нету. Вот здесь по ровной, сейчас он по своей дороге, он просто полетит. Не знаю. Эта техника, скажем, тоже не для такого снега. Он может много больше, чем вот L8, но этот снег, ну, вообще не для бурана, ни на кого там. На буране, может, поедешь там зад-вперед, там легче будет, но бензина столько сожгешь там. Сейчас бензин 62 рубля литр. Ой. Нет, ребят. Хорошая техника. Свою работу он будет делать. Может еще этот ящик, вот, скажем, там 5 килограмм ящик или там 3 килограмма получилось. Коробку сделал, багажник. Конечно, если из ПНД, там намного лучше. ПНД нет у меня. И там еще у меня еще, скажем, 3 килограмма груза там топлива, топор, запчасти, там ключи. Это, считай, 6 килограмм лишние. Вот туда я поставил вообще. 6 килограмм. Вот это тоже лишний груз. Он тоже еще проваливается. Но пускай даже проваливается, иногда бывает, знаешь, наоборот, загружаю. Вот взять УАЗик. УАЗик бортовой у меня. Пустой он вообще может в любом месте застрять. Загружаешь кузов, скажем, полтонны, и он становится танк. Тонну загружаешь, он проедет везде. Чем больше груза у него на спине, он зацепление лучше, и он как-то проходимость больше. Вот, скажем, бортовой и буханка, разница есть. Буханка намного проходимее, чем вот бортовая. Бортовая пустой зад у него, он вообще, он не едет, честно. Ну, примерно так. Зато честно показываю, как есть. А потом пишите, комментируйте, что хотите. Фух. Безоблачно становится. Сейчас заморозки у нас пойдут. Ладно, самое главное, заехали. Сейчас чай попью и уже стану на лыжи и газку. Будем капканы закрывать. И потом на лыжах еще покажу, сколько проваливается.
лыжи. Так, ладно, сейчас это как-то надо, чтобы очень сильно. И в такие походы, чем на буране, скажем, ездить, я до сюда минимум 7 литров сожгу топлива, а на этом 1,5 литра. Вот. Это тоже плюс большой. Смотрите, вот, видите, сколько снега. Не надо ждать от него то, что он не сможет сделать. Корыто, он, как видите, сам, если я проеду, он дыбом так корыто станет. Он толкает снег. Хорошо, когда, скажем, 10 сантиметров только снега, вот имею в виду, ну, проваливается. Только корыто. Пускай двигатель еще больше провалится, но этот бульдозер держит еще. И ты там сидишь. Полтонны. Ящик. Не, бесполезно даже. Если я на коротыше сейчас туда поеду, там тоже, так вот он так станет. Прям вертикально станет. Про длинный не знаю. Я промолчу, я на нем не ездил. Но я знаю, что он тяжелее, и если зароришься там, не знаю, нафиг он мне не нужен. Просто не нужен. Я взял то, что мне надо, и от чего я буду получать удовольствие. Немножко чай попью с колбасами. Копченые колбасы, я не знаю, что я. Короче, что-то вчера купил в Магните. Такой вот филейный сервелат. Филейный сервелат. В принципе, нормально, есть можно. Розовый чай с конфетами попьем. Хлеб, больше ничего не взял. Термосе кипяток. И еще 1,5 литра просто обычной воды взял, чтобы к речке не ходить за водой. Но все равно придется мне переходить речку один хрен. Да, придется сходить. Вот. Ну, в общем, вот такой завтрак. Колбасный завтрак такой вот. Сейчас уже. Да, день длинный, успею все. Просто пройдусь и капканы заберу отсюда. Уже в будущем году в другом месте буду ставить. Такие планы. Немножко маршрут поменяю. Вот, а где у меня сейчас стояли, уже несколько лет там подряд, когда-то вообще попадалось, не попадалось, когда-то попадалось, в этом году пока одна штука попадалась. Находить там тяжело. И решил поменять маршрут. Вот. Там сырой участок, ну, не по душе. Вот такие дела. Ну все, завтракаю. Ляску. Нормально, конечно, пожарить лучше было бы. Хрен пойми, с чего сделано. Не знаю. Мяса тут точно нету.